Еще несколько лет назад на этом месте было пустое поле. Сейчас район новостроек Назрани украшает современное трехэтажное здание. К строительству новой 20-й школы приступили в октябре 2020 года. Полностью строительные работы завершили в декабре 2022. Для качественного образования детей и развития их потенциала в учреждении созданы все необходимые условия. Также при возведении объекта учтены современные требования безопасности, в том числе пожарные, аварийные выходы, видеонаблюдения. На объекте проведены все необходимые коммуникации, предусмотрены очистные сооружения. В новой школе гармонично сочетаются учебный дух и уютная атмосфера. Просторные коридоры, по несколько санузлов на каждом этаже, 2 лифта. В здании 70 оборудованных кабинетов, в том числе для кружковых занятий, библиотека, лаборатории. В начальном блоке у нас 12 кабинетов учебных и 2 кабинета дополнительного образования. Также у нас 3 кабинета естественных наук, биология, физика и химия с лаборантскими, со всем оборудованием. В каждом кабинете у нас интерактивные комплексы, компьютеры, принтеры, интерактивные доски. В общем, все, что необходимо для учебного процесса. Сейчас объект полностью готов к образовательному процессу. Осталось его официально открыть. Разделить это важное событие с учащимися приехал глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Судя по эмоциям, главного гостя мероприятия дети ждали с нетерпением. Поздравить педагогов и школьников приехали и депутат Госдумы Бекхан Барахоев, сенатор Мухарбек Барахоев, вице-спикер парламента и министр образования региона. К визиту почетных гостей учащиеся тщательно подготовились, впечатлили яркими выступлениями. Новая 20-я школа Назрани рассчитана на 720 мест. Построена в рамках нацпроекта «Образование». Стоимость объекта составила 571 миллион рублей. «Вы – наше будущее», – отметил Махмуд Али Калиматов, обращаясь к учащимся школы. Что бы ни было в этой жизни, мы должны понимать, мы же для детей делаем. Мы для вас делаем это. И сегодня я так радуюсь, что Назрани, вот сегодня 2-я школа, а Назрани у нас колыбель. Чего только не пережила. И какие великие здесь люди родились, росли. И сегодня вы продолжатели. 571 миллион рублей стоит эта школа. 4-я школа, более 600 миллионов. Детям это ничего не говорит, но все-таки поймите, это большие деньги, которые предназначены для вашего уюта, для уюта учителям, чтобы им удобно было в классах вести свои уроки, чтобы мамы не беспокоились, замерзнет ребенок, то вентиляции не будет или еще что, потому что здесь все предусмотрено. Хотел бы, чтобы вы использовали спортивные снаряды, между мальчишки, девчонки, стадион и все остальное. Ну и, конечно, набирали знания. Нам нужны специалисты. Нам нужны очень специалисты. У нас очень многих специалистов приглашают из других регионов. Я хотел бы, чтобы вы в будущем выбирали профессию, посмотрев на сайт Минтруда, какие профессии, я имею в виду выпускникам, обращаюсь, нужны в Республике Ингушетия. Самое лучшее, что вы сделаете, будете хорошо учиться, радовать учителей и радовать своих мам и пап. Ну и я повторюсь, я вот там сказал это. Сегодня, как мне опять Беседа сказала, цифра у нас, знаете, мы ведем к 1 сентября, мы ведем 16 школ и 9 детских садов. Новые стоят. И это 2200 рабочих мест. Душа должна болеть за детей. Сегодня внимание к ним должно быть. Ну и спрос. Спрос в чем? Вы должны трудиться. А ваш труд – это учиться. Поэтому удачи, мяш алча, дикмага моболшнуша. Ознаменовать торжественное открытие школы предстоит нажатием кнопки. Эту ответственную миссию вместе со школьниками выполнил глава Ингушетии. Давайте все вместе. 5, 4,
3, 2, 1. Далее для гостей провели экскурсию по новому объекту. Махмуд Али Калиматов пообщался с застройщиками. Я ругаться не умею, я просто потом вас черный список, а потом будете говорить, откуда это прилетело. Ну, тем более ты сказал хороший. Как и во всех современных школах, здесь актовый зал на 250 мест. Просторный спортивный зал с прорезиненным покрытием. Глава субъекта побывал и в самой уютной зоне школы, в столовой на 200 человек, и отведал стряпню школьных поваров. Учиться в стенах новой школы будут в одну смену. Списки учащихся все еще формируются. Уже набрано более 500 детей. Предпочтение отдают прикрепленным к участку улицам. Их 17. Многие дети уже осмотрели территорию Альма-Матер, в которой совсем скоро будут постигать знания. Близняшки Хадиджа и Амина Исмурзиевы успели даже познакомиться со своими учителями и найти новых друзей. Прошлась по коридору. Мне все понравилось. А что тебе нравится больше, Хадиж? Мне понравился наш класс, и там очень красивые парты. Мне все нравится, мне и шарики нравятся, и класс. А вы что-нибудь подготовили сегодня к открытию? Нет. Ни стихи, ничего не будет? Мы стихотворение выучили. Мне нравится эта школа. Здесь учиться должны все одноклассники. Хорошо будешь учиться? Да. А на улице был? Ты видел ваши площадки красивые? Да. Что тебе понравилось? Мне понравилось там корабль и горка. Здесь приятно будет учиться, как думаешь? Да, будет приятно. Почему? Потому что здесь много детей и будет много праздников. Яркие и интересные будни будут не только у детей, но и педагогов. Они не меньше, чем дети, довольны созданными условиями в образовательной организации. Учителя все вместе активно готовились к открытию, занимались преображением своих кабинетов. Долгожданное наше открытие. Мы очень ждали, когда наконец-то откроют 20-ю школу. Условия очень замечательные, современная школа. Когда возводятся такие здания, это в первую очередь показывает облик нашего региона, что мы можем сделать для будущего наших детей. Нам предоставили весь нужный пакет материала. Все кабинеты наши оформлены по стандарту. Мы готовы к принятию наших деток, любимых деток. Это качественное оформление, насколько оно важно для вас, как для учителей? Качественное оформление кабинета и вообще оснащение, оно заключает в себе очень важную роль, потому что педагог, учитель, он же опирается на этом. Это его основная база, да? Это демонстрационный материал, который он показывает детям во время объяснения новой темы. Новая школа впечатляет не только изнутри, но и снаружи. Подрядчики благоустроили дворовую территорию. Здесь смонтированы игровые площадки, установлены лавочки, урны, проведено освещение, проложены тротуары. У нас обустроены детские площадки для начального блока. Также у нас футбольное поле. Есть площадки для волейбола, баскетбола. Отдельно для обучения и спортивного развития наших детей. Спортзал прекрасный, с инвентарем. В Ингушетии ежегодно открываются новые объекты образования. Руководство региона прилагает все усилия, чтобы снизить дефицит ученических мест и ликвидировать на территории республики двухсменку. Так, в текущем году запланировано строительство 11 новых школ в рамках нацпроекта образования. Это 6500 школьных мест. Указы президента, которые национальные объекты, за ними надзор осуществляет строго. Я лично в этом участвую. Представитель правительства. У нас специально целая группа, они контролируют исполнение тех или иных. Потому что финансы нам выделяются в прошлом году, я вам скажу, в 2022 году, нам было выделено на социальные объекты более 12 миллиардов денег. Более 12. Мы их все освоили. И освоили так, что мы построили каждый объект. У нас нет недостроек, у нас нет
плохо построенных. Недостатки есть, это исправят. Но чтобы вот так вот для детей, больницы, поликлиники, дороги, по дорогам мы первое место. И знаете, самое главное, сегодня, я не знаю, у меня правда, вот в школу тут зашел, у меня настроение такое хорошее, а сейчас сюда зашел еще лучше. Я вам сказал, что у нас десятки еще школ, детских садов, которые мы откроем до сентября. Все лето в действительности будем открывать. Почему? Потому что, представляете, какое условие для детей, какие условия для учителей. Они же тоже, понимаете, учитель, директор, но они же наши. Я всегда говорю, мамы наши. Поэтому для них условия мы создаем. И самое подчеркну, которое я буду подчеркивать, более 2000 рабочих мест. Как это говорили некоторые, мы правильной дорогой идем. Только надо просто продолжить ее, на блестящее не бросаться. Я имею в виду, не надо трогать детское, государственное, понимаете? Не надо его трогать, его надо вложить туда, куда оно предназначено. Мы должны хорошие деревья посадить, хорошие сады, цветов побольше. Я мог цветовой, канделябры там все поставить, не пойдет. Ты перейди через дорогу, налево дорогу, здесь, сделай что-нибудь. Я не могу, ходи. Но почему ты думаешь, что в твоем дворе у тебя все в порядке? Поэтому, а я почему говорю это? В школе почему говорю? Так вот, дети на нас смотрят. Если мы не реагируем на что нам Всевышний дал, то нам надо покосить траву, убрать там там еще что-нибудь еще. Они воспитываются, мы им пример должны показывать. Они у нас светлые, они у нас улыбчивые, добрые, понимаете? А это когда безразличие, равнодушие старших, они сами вырастают и такими же становятся, как равнодушные люди. Также глава Ингушетии в ходе пресс-подхода отметил и работу местных подрядчиков. Еще несколько лет назад ряд недобросовестных подрядных организаций попали в черный список. Причиной этому послужили некачественно построенные в регионе социально важные объекты. Однако в последние годы в республике возводятся здания из качественных материалов, которые обещают прослужить и долго. Этот процесс руководитель субъекта контролирует лично. Они у нас просто молодцы. Но мы должны сказать в этой части, что изначально появилось так, недобросовестные были, открыто говорю. Не придумали, а решили заносить всех в черный список. Я тогда объявил, что не дам даже сарай строить, если кто-то недобросовестно относится к социальным объектам. И тогда министерство, правительство начало говорить, то есть, ребят, стройте хорошо. Вот деньги отдали вот на этот объект. Все деньги отдали? Отдали. Что положено? Но если положено, отдали. Любой строитель, я хоть и не строитель, я знаю из практики жизни, 10% точно заработает. И это хорошо. Он же за свой труд получает. И у нас в последнее время такой выкристаллизовывалась, рафинировалась какая-то группа строителей, подрядчиков. И они очень ответственны. Они иногда и много раз делают некоторые вещи, пусть это большая сумма, небольшая, делающие воды, какой-то класс он делает, какое-то там оборудование покупает, какие-то столы покупает. Это он от себя делает. И я вам скажу, что это большинство так делает. Самое главное, в целом, социальные объекты, они сегодня, я вам скажу честно, у меня вот таких вот претензий или у правительства нет. Я искренне хочу спасибо сказать. Не все получается, но все-таки молодцы. Гости мероприятия подчеркнули, что открытие новых объектов образования в этом году носит особую значимость. 2023 объявлен Владимиром Путиным годом педагога и наставника. Такой указ президентом страны подписан с целью признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность.
педагог является центральным звеном в развитии, воспитания подрастающего поколения. Именно от него зависит, каким мы получим наше подрастающее поколение. Вот действительно душа радуется вот этим событиям. Но хочется сказать, что это делается не само по себе, это большой труд руководства республики, лично главы республики, профессиональной команды под его руководством, поскольку я знаю, бываю в других регионах, вот мы даже открытие одной-двух школ для даже большого субъекта является большим событием. А у нас эти десятки объектов. Действительно, это очень-очень похвально и очень историческое событие для нашей республики. Вот эксплуатацию новой 20-й школы позволил обеспечить жителей новостроек необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. С началом следующего учебного года учреждение заработает в полную силу. И 1 сентября 2023 года 720 школьников Назрани сядут за новые парты. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.